Слово для выступления предоставляется представителю Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров Усеналиевой Бахтыгуль Сыртбаевне. Здравствуйте еще раз, уважаемые судьи. Позиция Госагентства по делам госслужбы следующая. Согласно законам о государственной службе от 1999 года до 2004 года под понятием госслужащий это гражданин Кыргызской республики, который осуществляет деятельность на постоянной основе. До 2016 года лица, временно исполняющие обязанности, вот их деятельность не была урегулирована конкретным законодательным актом. То есть их период работы, когда лицо исполняет обязанность, не засчитывался как стаж от года до 3 лет, не засчитывался как стаж на госмуниципальной службе. То есть по сей день деятельность лиц, занимающих временно исполняющих обязанности, регулируется Трудовым кодексом. Но с 2016 года была принята норма, что стаж в государственной муниципальной службе входит в время трудовой деятельности по замещению временно отсутствующего служащего. То есть это было принято, это носит как стимулирующий характер, потому что человек работает временно исполняющим обязанности, но по истечении 1 года ему будет начисляться 5% надбавка. Если 3 года будет он на время декретницы будет работать, если 3 года он отработает, ему будет надбавка уже 10% надбавка. И при этом здесь надо тоже учитывать, что так как здесь идет стаж именно в органах правоохранительной службы, да, в таможенной службе, согласно закону о государственной службе, госслужба делится на 4 вида. Государственная гражданская служба, дипломатическая служба, военная и правоохранительная служба. И так как есть у них свой специальный закон о правоохранительной службе, о таможенной службе, именно в части того, что человек исполнял обязанности, и при этом ему выплачивались надбавки, процентные надбавки за выслугу лет, и присваивались воинские звания, это уже как отдельный вопрос. Мы, как уполномоченный орган в сфере госслужбы, мы не можем вмешиваться в деятельность в правоохранительной службы, но при этом, да, необходимо отметить, потому что, когда был принят закон от 2016 года, это, как я повторюсь, как стимулирующего характера, потому что лица, исполняющие обязанности, по сей день, они вот, например, не получают лечебные пособия, когда выходят в отпуск. Они не получают классные чины на гражданской службе. Просто, чтобы человек, и у человека, когда он 3 года отдает свою жизнь, да, как временно исполняющий обязанности, чтобы у него была какая-то мотивация, стимул, вот эта норма была включена с 2016 года, чтобы если у этого человека до работы, если он был госслужащим постоянным, и если у него есть классный чин, и даже если с 2016 года он будет работать исполняющим обязанностями, ему выплачивается за классный чин тоже надбавки, но при этом классный чин не присваивается, потому что он не подпадает под определение государственной служащей, потому что с 1999 года по сей день это гражданин Кыргызской республики, государственный служащий, который осуществляет деятельность на постоянной основе. И позиция Госагентства по делам госслужбы, мы считаем, что данная норма положение об исчислении процентных надбавок для выслуги лет считаем не противоречащим Конституции Кыргызской республики, потому что до 2016 года вопрос не был урегулирован, поэтому на гражданской службе тоже мы не считаем, потому что он не относится, то есть не подпадает. А с 2016 года это уже в законе прописано, и по сей день, если человек исполняет именно временно отсутствующего сотрудника, тогда оно считается как стаж госслужбы. У вас все? Да, все.